В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гагру, где ознакомился с ходом строительных работ на некоторых объектах города. В первую очередь глава государства проинспектировал работы в Гагрской первой средней школе. Строительство учебного заведения началось в прошлом году в рамках российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Сдача объекта планируется к началу следующего учебного года. Рауль Хаджимба также побывал в районном отделении службы госбезопасности Абхазии. Помещение, в котором располагалось СКБ, сгорело в прошлом году, и сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Ремонт осуществляется за счет финансовых средств самого ведомства. Правда, их недостаточно, чтобы завершить все необходимые работы. Глава государства пообещал помочь в этом вопросе. И еще 2 объекта посетил президент в рамках рабочей поездки. Отремонтированный, полностью обновленный санаторий Амура, а также торговый центр, строительство которого в самом разгаре. Оба этих объекта появились в Гагре благодаря частным инвестициям, в данном случае инвестиционной компании «Ахра». Рауль Хаджимба высоко оценил ход всех работ и подчеркнул, что появление в стране инвесторов, наших соотечественников, особенно значимо и важно. Мы часто слышим о том, что к нам не идут инвесторы. Но, слава богу, вы сегодня видели, что пришли к нам наши же граждане, которые работают в России, заработали денег и сегодня все свои возможности пытаются реализовать здесь, в Абхазии. Тот же объект, на котором мы с вами были, где практически созданы современнейшие условия курортологии и отдыха людей, приезжающих к нам в Абхазию. Ну и не сомневаюсь в том, что в этом процессе должны быть задействованы и наши люди. Таких возможностей медицинских, по-моему, мало где. Мы должны все вместе, без оглядки на какие-либо политические, конъюнктурные вопросы, вот чтобы и телевидение, все средства массовой информации доносили бы до нашего населения, что у нас есть такие возможности, что наши люди готовы работать для того, чтобы реально развивать свое государство. Строительство и этого объекта, и других объектов, где мы с вами были, дадут дополнительные бюджетные возможности как для самой Гагры, так и для республики в целом. Такого рода инвесторы, такие люди должны поддерживаться государством, и мы будем это делать. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам текущего исполнения запланированных показателей поступлений в государственный бюджет налоговых и таможенных платежей. Глава государства обратил внимание присутствовавших на имеющееся отставание в выполнении плановых показателей по основным видам платежей в бюджет, наличие недоработок по их качественному администрированию и дал соответствующие поручения правительству и профильным ведомствам по усилению работы, направленной на безусловное исполнение бюджетных поступлений, предусмотренных в текущем году. В частности, Государственному таможенному комитету поручено нацелить все необходимые усилия на должный контроль за пересечением грузов через государственную границу по всем направлениям. Министерству по налогам и сборам поставлены задачи по усилению контроля за полнотой уплаты полагаемых государству налоговых платежей, сокращению недоимок и принятию мер, предусмотренных законодательством в отношении нарушителей. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Нала Авицба. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной журналиста, культуролога, руководителя Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России Сулеты Кусовой-Чухо. Глубоко опечален трагической вестью о скоропостижной смерти Сулеты Кусовой-Чухо, пришедшей из Дагестана, отметил президент в своем соболезновании. Сулета Аслановна обладала редким качеством, способностью объединять людей, направлять их энергию в созидательное русло. Этот замечательный организаторский талант Сулеты Аслановны ярко проявлялся в процессе воплощения проекта Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения «Кунаки». В Абхазии проведение этого праздника культуры стало знаменательным событием. На Кавказе, в абхазо-адыгском мире, Сулета Аслановна пользовалась популярностью и огромным уважением. К ней тянулась творческая элита, поддерживая ее идеи и замыслы. Безвременный уход Сулеты Кусовой-Чухо – невосполнимая утрата для братских народов современной культуры России и Кавказа, отметил в частности президент в своем соболезновании.
Монеты Банка Абхазии «Апсары» попали в один из самых престижных нумизматических каталогов мира – каталог Краузе. Это американское издательство, специализирующееся на информации о предметах коллекционирования. Самое известное его издание – стандартный каталог монет мира. О том, как абхазские «Апсары» попали в американский журнал, в репортаже Белы Кварчия. Попасть на страницы этого издания – большая удача, говорит главный банкир страны Беслан Барателия. А публикация абхазских монет – итог не одного дня работы по продвижению национальной валюты. Это выставки, огромное количество международных выставок, в которых участвовал Банк Абхазии, а также публикации в специализированных изданиях. То есть это не просто акция, которая появилась в результате какого-то одного мероприятия. Каталог, о котором мы говорим, 2019 года, и, соответственно, информация о Банке Абхазии, о монетах Банка Абхазии будет на первых страницах каталога в течение всего 2019 года. Издательство Краузе было создано в 1952 году. Тогда его основатель Честер Краузе выпустил первое издание нумизматических новостей, которые и сегодня имеют сильное влияние на нумизматов. То, что информация об абхазских монетах расположилась на первых страницах каталога, стало приятным сюрпризом. Сам факт появления в каталоге это уже для нас большое достижение. Но то, что мы оказались на первой странице, мы узнали только тогда, когда нам прислали экземпляр, и мы его открыли и увидели первые 8 страниц. Но мы представили материал интересно, мы не просто о монете рассказали, мы через монеты хотели донести и историю Абхазии. Там на первой же странице представлена карта Абхазии, где она находится, описание, историческая часть. Потом сказано о войне, которая была у нас с Грузией, что в честь победы мы выпустили не просто монеты, они связаны с теми-то событиями. Храмы представлены наши, поскольку христианская сторона, деятели культуры, Фазиль Искандер, Александр Чачба. То есть постарались через монеты чуть-чуть рассказать читателям, нумизматам о том, что из себя представляет Абхазия. А поскольку этот каталог продается во всех странах мира, он же выходит раз в год и распространяется во все 200 стран. И нумизматы серьезные все приобретают этот каталог. И открывая первую страницу, хочешь ты не хочешь, все равно это цветная страница, красивая, красочно оформленная информация об Абхазии. Я думаю, через это мы смогли все-таки сделать немножко больше, чем для Банка Абхазия, а для страны тоже, распространить информацию о нас за пределами. Абхазский банк выпустил всего около 64 монет, в числе самых дорогих золотой абсар Владислав Арзенба. С 1 ноября этого года цена на нее увеличилась с 50 до 70 тысяч рублей. Приобрести ее в банке практически нереально. Желающих продать ее банку тоже нет, так как нумизматы прогнозируют дальнейший рост цен на монету. Сильно подорожали в цене монеты с изображением храмов Абхазии. Рост спроса на абхазские абсары и их популярность не случайен, говорит Барателия. Все зависит от того, что изображено на монетах, какой тираж и как идет реклама. При этом механизм реализации абхазских монет пока не сформирован. Буквально, за месяц реализовалась монет, наверное, столько, сколько за весь год этот, то есть за 8 месяцев. И мы ожидаем, что спрос на монеты абхазские будет только увеличиваться. И на фоне растущего спроса сберегательный банк, в частности, увеличил стоимость монет почти в 1,5-2 раза. И тем не менее покупают по повышенным ценам. Но выхода на международный уровень этой традиции, этой культуры пока еще нет. Но я думаю, что растущий спрос приведет к тому, что эта инфраструктура будет зарождаться. Что касается первой абхазской банкноты Владислав Арзенба, которая была выпущена к юбилею Победы, то интерес к ней со стороны нумизматов стабильно высокий. Буквально за 1,5 месяца уже продано около 20 тысяч банкнот по цене 5 тысяч рублей. Абхазские банкноты реализованы в США, в Канаде, Мексике, в европейских странах, в странах Юго-Восточной Азии. Много банкнот продано в России. Со временем, убежден Беслан Барателия, спрос на них будет только увеличиваться. Учитывая, что тираж ограничен, он допечатываться больше не будет. Самое главное в этом история, что это 10 тысяч и точка. Поэтому эта бумага все-таки, которая, в отличие от золотой монеты, она все-таки может потеряться, порваться и так далее. С каждым годом ее будет становиться все меньше и меньше, и она будет очень быстро дорожать. Мы приняли решение, например, сберегательный банк будет
реализовывать эти банкноты с 1 января уже по 6 тысяч рублей. В августе цена будет повышена минимум до 7, а может и больше, в зависимости от того, как пойдут продажи. И это однозначно, что она будет стоить и 10, и 15 тысяч рублей, это вопрос времени. Нацбанк Абхазии ведет несколько новых проектов. В следующем году выйдет около 20 новых монет. Среди них «Абхазская сотня», Нестор Лакоба, Ефрем Эшба, Александр Чачба. Близится к завершению работа над монетами из серии «Фазиль Искандер» и его герои. Искандер будет в большой 5-унцевой монете, а его герои – Сандро, Чик, Широколобый, персонажи других произведений автора, в меньшем размере и цветные. Автор эскизов этой серии – Адгур Дзария. Также в следующем году Нацбанк планирует выпустить золотую монету Абсхалион. Белла Кварчия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 10 лет назад было создано первое посольство Республики Абхазия. Посольство Абхазии в Российской Федерации учреждено 13 ноября 2008 года указом президента Республики Абхазия Сергея Багапш. Другим указом президента Игорь Ахба был назначен чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в России. Учреждение посольства в российской столице Москве стало возможным после акта признания России независимости Абхазии 26 августа 2008 года и последующим за этим установлением дипломатических отношений. До учреждения посольства с 1992 по 2008 годы в Москве функционировало полномочное представительство Абхазии в России, возглавлял которое Игорь Ахба, назначенный первым президентом Владиславом Арзенбом. Посольство, представляя Абхазию в России, руководствуется законами Абхазии, положением о посольстве, поручениями президента Рауля Хаджимба и в соответствии с двусторонними соглашениями. Посольство ведет работу по различным направлениям. Это политическая, социально-экономическая, культурно-просветительская сферы деятельности. При посольстве действует воскресная школа, где любой желающий может изучать язык, литературу, традиции абхазов. На днях по приглашению городской общественной организации «Сочинский деловой клуб» делегация во главе с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Республики Абхазия Владимиром Дауровым приняла участие в заседании «Зеленый наряд Сочи. Быть ли городу-курорту прежним?». Тема встречи весьма актуальная для нашего региона. Как бороться с насекомыми-вредителями, новых видов которых в Сочи за последние годы обнаружено около 40. И ущерб от них немалый. Саид Джарсали продолжит тему. На заседании обсуждались экологические проблемы региона. В основном речь шла о насекомых-вредителях, в частности, о мраморном клопе, который за несколько лет на побережье Черного моря нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. У нас встреча проходила в основном обмен опытом, так как мы имеем уже последние 2 года определенный опыт в борьбе с вредителями. И такая информация, обмен информацией проходил. У нас мы говорили о тех методах борьбы, которые мы ведем. У них тоже существует такая же проблема по вредителям. Это и мраморный клоп, и пальмовый долгоносик, и пальмовый мотылек, и белая американская бабочка. По словам Владимира Даурова, участники заседания заинтересовались тем фактом, что в Абхазии, благодаря эффективному методу механическому сбору вредителя, популяция мраморного клопа ощутимо сократилась. Всего было собрано и уничтожено около 4 тонн насекомого вредителя. На заседании также обсуждались и новые методы борьбы с насекомыми с применением биопрепаратов, которые не содержат в своем составе никаких опасных веществ и в будущем должны заменить пестициды. Владимир Дауров отметил, что за этот год на территории Абхазии была проведена огромная работа по борьбе с вредителями, и эффект от этого уже заметен. В этом году у нас, была и проведена огромная работа, и со стороны Минсельхоза, и со стороны людей, которые имеют цитрусовые участки. И в конечном результате в этом году, в сравнении с прошлым годом, в 2 раза увеличился. Урожай достаточно неплохой, и по качеству, самое важное, по качеству самих плодов. Это яркие, сочные, хорошие плоды мы получили в этом году. Что касается другого насекомого вредителя пальмового долгоносика, не так давно появившегося на территории Абхазии, с ним тоже ведется борьба. Зона распространения опасного вредителя декоративных растений в республике – это Гагарский и Сухумские районы. Сложность борьбы с этим вредителем заключается в том, что его тяжело обнаружить, но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно.
Дерево обречено на гибель. Так, в столице специалисты вынуждены были пойти на крайние меры. Было спилено 13 пальм. В данное время продолжается обработка пальмовых деревьев пестицидами. Мы уже ведем профилактическую обработку всех пальм на всей территории Абхазии. Пока я говорю на всей территории Абхазии, подразумевая Сухум и Гагру. На сегодняшний день и в Гаграх, и в Сухуме мы обработали около 800 единиц пальм. Произрастает около 2400, а третью часть мы уже успели обработать. Ввиду того, что последние дни погода испортилась, мы сейчас приостановили обработки всякие, а так мы намерены довести эту работу до конца. Специалисты отмечают, что для полного уничтожения пальмового долгоносика разовой обработки деревьев недостаточно. Профилактические мероприятия необходимо проводить раз в 2-3 месяца, а в 2019 году в городах Пицунда, Гудаута и Новый Афон тоже будут начаты работы по уничтожению пальмового долгоносика. Саид Джарсаля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 13 ноября во всем мире отмечают День добра. В этот день во всех школах и интернатах Абхазии прошли уроки добра. Погода немного скорректировала мероприятие, но главное, чтобы для детей уроки добра прошли бы с пользой. Репортаж Алики Трапш. Вот уже 5 лет, как по инициативе культурно-благотворительного фонда «Ашана» в нашей стране отмечают Всемирный день доброты. И по традиции с утра во всех школах учителя и волонтеры проводят уроки добра. Во второй Сухумской средней школе волонтер фонда «Ашана» Лана Апшилава рассказала детям об истории и значимости этого дня. А дети же, в свою очередь, рассказывают о своем понимании добра и зла. Добро может заключаться в разных делах. Например, допустим, вот идет человек, он не может самостоятельно перейти дорогу. Это, допустим, будет пожилой человек. Можно помочь ему и перевести его через дорогу. Делать добро не обязательно какими-то действиями. Можно хотя бы просто не делать зло. Зло — это когда ты, например, столкнул кого-то или ударил. Зло может быть тоже по-другому. Например, когда предал друга. Доброта и милосердие – это прежде всего бережное отношение к чему-либо или к кому-либо. Каждое доброе деяние делает нас самих лучше. Каждый поступок, совершенный во благо другого, заслуживает уважения. Уже стало традицией, что дети в этот день приносят в школу различные сладости, выпечку, игрушки и продают. А все вырученные средства отправляются в фонд «Ашана» на лечение тяжелобольных детей. Но в этом году в связи с непогодой проведение ярмарки пришлось перенести. Уже многолетняя традиция в нашей школе так широко проводить этот день. Мы планировали провести ярмарку, но в наш сценарий вмешалась, к сожалению, погода. Внутри в школе, так как принимает участие абсолютно вся школа, наши 1250 человек планировали принять, но мы не помещаемся просто в школьном здании, хотели провести на площадке. Поэтому на следующей неделе, как только будет хорошая погода, то мы проведем нашу ярмарку, и все вырученные средства мы передадим фонду «Ашана». Доброта выражается не только в финансовой помощи. Делать добро совсем несложно. Заботиться о братьях наших меньших, ухаживать за растениями, помогать родителям, друзьям. Можно просто улыбнуться прохожему, обнять кого-то и сказать приятные слова. И самое главное – делать это от чистого сердца. Добрые поступки – это когда помогаешь кому-то или помогаешь чему-то, или собираешь деньги для кого-то. Зло, когда кого-то бьешь, ударяешь, обзываешь. Добрые поступки – это когда человек делает что-то хорошее, когда человеку помогает. Добро – это когда ты помогаешь человеку с чем-то и животным. Надо помогать и защищать их. Я не всегда могу сделать добрые поступки, но я стараюсь. Добро – это когда ты помогаешь пожилым людям, спасаешь котенка или вообще помогаешь кому-то. Добро – это когда мы кому-то помогаем, животным, людям, и делаем добрые поступки. Я иногда кого-то не замечаю и могу не сделать ему что-то доброе, но я стараюсь.
Добро – это когда помогают каким-то пожилым людям, которым нужна помощь, и детям. Например, я помогаю своей бабушке почти во всем. Быть добрым важно не только в этот день, но и ежедневно, причем безгранично и бескорыстно. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг, сделать всех чуточку добрее. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. На побережье ночью и утром обильные дожди, временами ливневого характера с грозой. В отдельных районах возможен град с порывами ветра до 13 метров в секунду. Днем погода прояснится, температура воздуха плюс 9-14 днем. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.